Эпидситуация в республике заметно ухудшается. За сутки в стране выявляют больше 50 случаев заражения COVID-19. На сегодняшний день в Сухумской инфекционной больнице на стационарном лечении находятся 34 человека. 10 из них в тяжелом состоянии. 4 лежат в реанимации, еще 4 в дополнительной палате интенсивной терапии. На фоне ослабления карантинных мероприятий количество больных стало увеличиваться. Это связано с тем, что население расслабилось, перестало соблюдать нормы санитарно-гигиенические, перестали выполнять меры профилактики, перестали носить маски. Врачи инфекционной больницы говорят, что в последнее время вирус мутировал. У пациентов наблюдается резкое ухудшение состояния здоровья. Чтобы не довести эпидситуацию до критической, медики обращаются к населению страны с призывом соблюдать санитарные нормы и воздержаться от проведения и участия в массовых мероприятиях. Раньше, если у нас где-то пневмонии начинались тяжелые, где-то 7-й, 8-й, 10-й день заболевания. Сейчас мы уже видим, что можем уже и на 3-й, 4-й день повторные лихорадки. И на 5-й день у нас люди поступают уже с пневмониями, со снижением сатурации, которые уже требуют более интенсивных и более ранних лечебных мероприятий. Надо быть настороже, нельзя расслабляться, надо продолжать как-то беречь себя, беречь своих близких, родных, своих стариков, домашних. Поэтому мы еще раз говорим, что этот вирус невидимый, но он, к сожалению, незаметно проникает, наверное, в каждую семью. Такая же картина наблюдается и в других районах Абхазии. Главврачи районных ЦРБ предоставили данные по числу заболевших за последнее время. Отмечается увеличение количества поступающих больных в инфекционный госпиталь. В реанимации находится 14 больных тяжелых. В инфекционном отделении 28 ковид-подтвержденных пациентов. Отмечается рост обращаемости пациентов. По состоянию пациентов все заслуживающие внимания, имеющие сопутствующие заболевания. После кратковременного снижения темпов заболеваемости в конце марта и начале апреля отмечается увеличение числа новых заражений, увеличение более тяжелых форм заболевания. Возникают предположения о возможности нового штамма коронавируса. В данный момент в объединенном ковид-отделении Гагарской ЦРБ состоит 14 пациентов, 7 человек в ковид-отделении и 7 человек в обсервации. Из них 5 пациентов тяжелых, 9 пациентов в состоянии средней тяжести, подтвержденных 9 человек. По району отмечается некоторая расслабленность населения в отношении соблюдения масочного режима, дистанцирования в местах скопления. Просьба к населению не терять бдительности, не расслабляться. В Ачимчирском и Тукарчалском ковидных госпиталях ситуация под контролем, но рост заболеваемости тоже наблюдается. На стационарном лечении находится 12 человек. Из тех, которые лежат в стационаре, средняя степень тяжести, то есть это там, где присутствует и есть пневмония, 7 человек. За вчерашний день был 1 положительный, за позавчерашний день было из 40 человек, 17 человек было положительных. Ситуация по району относительно спокойная. За прошедшие сутки тестирование прошли 7 человек, ПЦР отрицательный. На данный момент в Тукарчальской ЦРБ проходит лечение 5 пациентов в состоянии средней степени тяжести. Хотелось бы обратиться к населению Абхазии, соблюдать масочный режим и дистанцирование, чтобы избежать заражения. Врачи изо дня в день борются за спасение наших граждан. Все эти месяцы они находятся вдали от своих близких, да и в свободное от дежурств время они работают, отвечая на звонки пациентов. Но несмотря на то, что в республике введены ограничительные меры, массовые мероприятия все же проводятся. Например, в среду в Госфилармонии состоялся фестиваль фольклорных вокальных ансамблей «Райта». Министерство культуры Абхазии дало разрешение на проведение мероприятия, однако с соблюдением ограничительных мер, согласно которым наполняемость зала не должна была превышать 40%, а зрители должны были соблюдать масочный режим. Но по этим кадрам мы видим, что большинство зрителей не соблюдали эти правила. Очень не хочется, чтобы и это культурное мероприятие стало еще одним очагом распространения коронавируса, ведь здесь были собраны коллективы практически из всех районов Абхазии. Дениза Герги, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.